Спартакиада по адаптивным видам спорта в Ленском районе проводится уже третий раз. Идея ее проведения принадлежит руководителю комитета по физической культуре и спорту Ивану Сидорову. Сегодня он находится в зоне проведения специальной военной операции. На торжественное открытие приехали представители Центра по адаптивной физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Также присутствовали заместитель главы района по социальным вопросам и депутаты районного совета и Государственного собрания Илтумен. Уверена, что сегодняшнее мероприятие пройдет в хорошей спортивной дружеской обстановке, личных спортивных побед всем. Дорогие участники, я вам хочу пожелать, чтобы на этой спортивной арене сегодня вы получили больше удовольствия, чем в прошлом году или чем вы получаете ежедневно. Я хочу, чтобы вот этот день стал днем дружбы, и пусть победит дружба на сегодняшних соревнованиях. Спартакиада проходила в течение 2 дней. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья соревновались в различных видах спорта. Настольный теннис, стрельба из лука и пневматической винтовки. Играли в дартс, шашки и волейбол. Также участвовали в мастер-классах, которые провели спортсмены из Якутска, представители регионального отделения Паралимпийского комитета. Среди них Константин Гаврилев, тренер по волейболу Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Первый раз приехали, по приглашению вашего руководства, чтобы дать мастер-классы, показать наши виды, рекламировать и вообще помочь в проведении спартакиады по адаптивным видам спорта Ленского района. Я тренер по волейболу, я тренирую людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Есть такой вид волейбола, это волейбол сидя. Там участвуют люди с поражением опорно-двигательного аппарата и тренирую еще и людей с нарушением слуха. Наша главная цель – реабилитация путем привлечения людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом, в том числе волейболом сидя. Это такой вид спорта, игровой вид спорта, самый доступный для людей с ограниченными возможностями, потому что там есть такие виды спорта, как волейбол на колясках, баскетбол на колясках, слезть хоккей, там нужны коляски, там нужно для хоккея обмундирование, там всякие. А волейбол самый такой доступный. А Василий Аленов, тренер по легкой атлетике, рассказал участникам все о легкой атлетике и проводимых соревнованиях. Вообще принцип паралимпийского спорта – это соревнования в равных возможностях. Есть также в нашем спорте функциональная классификация. То есть классификаторы, судьи-классификаторы – это люди с медицинским и спортивным образованием, должны подтвердить ваше заболевание и определить вас в тот функциональный класс, где вы будете соревноваться с такими же людьми, с такими же заболеваниями, как у вас, чтобы соревнования прошли в равных возможностях. Для людей с ОВЗ спартакиада – настоящий праздник. К нему комитет по физической культуре и спорту готовится всегда основательно. Участников с каждым годом становится больше. Больше становится и спонсоров, что очень радует организаторов. Мы ее стараемся проводить теперь в формате немножко праздника, чтобы люди могли получить удовольствие и от общения друг с другом, да, и оформления всего мероприятия, и чаепитие – это окончание мероприятия. То есть это все входит в рамки того, чтобы провести это немножко не только в соревновательном духе, но и как фестиваль. Желающих, допустим, волейбол сидя, хоть и у нас и есть данные категории граждан и участники нашей спартакиады, немножко стесняются, потому что это надо взять мяч в руки, может быть, они не владели ранее этим навыком. Конечно, взять и сразу начать попробовать играть – это немножко сложно, психологически сложно. Посмотрели все с удовольствием принять участие в волейболе. К сожалению, это было показательное мероприятие. В легкой атлетике мы сделали это в виде такого олимпийского урока.
Многие после первого участия в спартакиаде поверили в себя и начали серьезно заниматься спортом. Сегодня показывают хорошие результаты. В этот день мероприятие проходило не только в спортивной борьбе, были и моменты развлечений. Фитнес-тренер провела зажигательный флешмоб. Он и задал темп в спартакиаде. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья соревновались по броскам в кольцо, дартсу, шашкам, шахматам, настольному теннису. Ну, участвовал стрельба с пневматической винтовки, стрельба из лука и бросок в кольцо. Но везде призовые места занял. То есть вы этим занимаетесь вообще? Стрельбой из пневматической винтовки занимаюсь, да, хожу. По остальным-то нет, как первый раз. И вообще это, как сказать-то, очень хорошее мероприятие, что инвалидам продвигают инвалидов вот в этой системе. Так и должно быть. Мне очень радостно, очень красиво, дружно все оформлено, все виды спорта почти. Жаль, что не было, конечно, шахмат, шашки были. Ну, в шашки мне удалось всех обыграть, конечно. Первое место будут сейчас награждать меня. Каждый год в спартакиаде принимают участие члены общества инвалидов. Для них спортивное мероприятие имеет большое значение, ведь оно позволяет показать, насколько талантливы люди с ОВЗ и абсолютно равны в своих целях и стремлениях со всеми остальными. Участники с удовольствием и интересом пробуют себя во всех представленных дисциплинах. И надо сказать, что показывают хорошие результаты. Я поиграла и в шашки, и в дартс. Ну, везде есть свои чемпионы. Самое главное – участие. А от мастер-классов посетили? Конечно, мастер-класс от тренеров, мастеров Республики Саха-Якутия прошли очень успешно. Все очень внимательно слушали. Вот этот сидячий волейбол, наши инвалиды, ребята тоже поиграли. У нас сегодня были участниками ребята из СФО. И мы очень благодарим, что они откликнулись и к нам пришли сегодня на наш праздник спортивный. Участники СВО – это ребята, которые уже месяц работают в Ленском районе. Являются стажерами кадровой программы Айсена Сергеевича Николаева «Якутия. Земля героев». Назар Петров – ветеран боевых действий, у которого за плечами 5 боевых командировок и тяжелое ранение под Одессой. Сегодня он инвалид боевых действий. Мужчина побывал на мероприятии, принял участие в мастер-классе, пообщался с ленчанами с ОВЗ. Да, я вообще работал во всех северных районах практически. И по сравнению, конечно, с северными районами, здесь инфраструктура, условия на высоте. Мне кажется, что это Голливуд для такого уровня, да? Соревнования устраивать. И активные у вас люди с ограниченными возможностями, они приходят, участвуют. И во многом это заслуга, конечно, организаторов. Они вовлекают людей в процесс, особенно участников боевых действий с тяжелыми ранениями. И это очень важно. Мастер-класс посещал, очень красиво выступили, показали все. Фотогенично очень молодежь у вас. И вот наглядно показали, как надо играть инвалидам, в волейбол играть. Действительно, очень правильно сделано, поставлено все, процесс организован хорошо. Одним из почетных гостей стал руководитель Центра по адаптивной физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия, руководитель регионального паралимпийского комитета Республики Нюргун Иванов. Мы очень благодарны, что нас администрация ежегодно приглашает на спартакиаду по адаптивным видам спорта Ленского района. Мы уже приезжаем 3-й год. До этого приезжали у нас наши паралимпийцы Владимир Баланец, Степанида Артахинова, Джулстан Захаров приезжал 2 года подряд. В этом году мы приехали с командой старших тренеров по легкой атлетике Василий Аленов и Константин Гаврилев по волейболу сидя. И вообще такое мероприятие, да, очень приветствуется. И
нашим министерством тоже и наше правительство, наше министерство по физической культуре и спорту проводится очень большая работа по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Очень много англичан заинтересовано. Вчера был даже приятно удивлен, что детки пришли порядка 80 детей, те, которые хотят, были восприняты этим мероприятием. Всем вручили подарки, всем вручили медальки. Огромная благодарность Комитету по физической культуре и спорту Ленинского района, администрации Ленинского района за поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня тоже, порядка 50 человек принимают участие у нас. Люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них это отдушина в нашем непростом времени, о том, что они вот сюда приезжают, там развеются, принимают участие на соревнованиях. Ну и, конечно, сегодня общался с председателем Всероссийского общества инвалидов, и они конкретно с этого года будут готовиться к спартакиаде по адаптивным видам спорта. Спортивное мероприятие сплотило людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они много общались, делились наболевшим. 3-й год тут уже проходит, и я все время, стрельба мне очень нравится, из лука и пневматическое оружие. В том году я по нему заняла 1-е место, но сегодня посмотрим. Я тут не одна такая, меткий глаз. Во-первых, собираешься все, так сказать, люди с ограниченными возможностями, и хоть знаем теперь друг друга в лицо, где-то здороваемся, как-то. И ты, допустим, понимаешь, что ты не один такой, что так все плохо на самом деле, и так все это. А посмотришь, и как-то энтузиазм какой-то берет, что у некоторых хуже, у некоторых лучше. И не считаешь себя таким инвалидом, что беспомощным. Как-то лучше становится на душе, что ли. Здорово, мне нравится. Александра Соколова увлекается стрельбой из лука и пневматической винтовки. Женщина показала лучший результат и заняла 1-е место. Все участники спартакиады были награждены призами и подарками, в том числе от спонсоров.